И нога болит сильно. В каком случае выплачивается компенсация? Какой ее размер, естественно? Каждому пострадавшему в результате ДТП пассажиру или водителю полагается компенсация. Вот, всех страховых выплат по данному страховому случаю не может превышать 4. То есть не только сейчас этот ролик полезен водителям такси, но и кто пользуется сервисом Яндекса, Яндекс.Го приложением, то есть пассажиры, клиенты. Для них это тоже очень важная информация. Так что смотрим до конца этот ролик. Друзья, всем салам алейкум, рад вас всех приветствовать, с вами снова ваш Демижан. Ну и по традиции мы начинаем. Друзья, тематика сегодняшнего выпуска данного ролика посвящена страхованию поездок в Яндекс Такси. Друзья, я думаю, это очень-очень полезная информация, так что, друзья, смотрите до конца, потому что всякое может в жизни случиться. Ну и смотрим. Ну какие же вопросы я затрону в сегодняшнем выпуске, друзья? Первое — это как работает страхование поездок, что входит в страховку, сколько это стоит данная страховка, как подключить страховку, в каком случае выплачивается компенсация, какой ее размер, естественно, в каком случае не выплачивается компенсация, что делать на месте ДТП, можно ли уехать с места аварии. Ну, естественно, все скажут сейчас разом: нет, конечно. Но в исключительных случаях, друзья, кто знает, в каких случаях можно будет уехать с ДТП, напишите, пожалуйста, в комментариях в конце ролика. Не в конце, может, и в середине я отвечу на этот вопрос. Точнее, прочитаю с официального сайта Яндекса, хотел сказать Яндекс Такси. Какие документы нужны для получения выплаты? Может ли страховая компания потребовать дополнительные документы? Да. Ну и все вот эти вот вопросы, друзья, сейчас я на них отвечу. Почему я решил записать данный ролик? Потому что мой подписчик, товарищ, друг недавно попал в ДТП, выполняя поездку в Яндекс Такси, и пассажирка, то есть в данном случае, да, пассажирка получила, как сказать, незначительно, нет, ну, получила травмы, да, и сам мой друг тоже получил травму. Так, ну и что тянуть? Сперва, друзья, посмотреть этот ролик, ну и в конце я отвечу на все эти вопросы. Козел! Есть, блядь. Скоро уже. Алло, Жан, я на Кириллине века стою. На Кириллине века. Да, только проехали. Я просто ударилась лицом. И нога болит сильно. Нет, да. Нет, он здесь еще. Он здесь еще. Наплодили уродов. Машину купят. Потом права, а то, что ездить надо уметь. Страхование поездок. Друзья, все поездки заказаны с помощью сервиса Яндекс Такси в Казахстане с 3 сентября 2018 года, застрахованы. То есть любая ваша поездка, вы выполняете поездку, ваша поездка, то есть вы и пассажир в данном случае застрахованы Яндексом. Так, с 1 января 2021 года страховая сумма 4 миллиона тенге.
скорее всего, до 4 миллионов тенге. Как работает страхование поездок, друзья? Страхование для водителей и пассажиров начинает действовать, как только водитель нажимает кнопку «В пути» и заканчивается при завершении поездки, то есть, когда водитель нажмет «Завершить». Если пассажир отменяет поездку, страхование перестает действовать. Вот так вот. Так что, то есть, момент... В моменте, когда вы везете пассажира или находитесь в поездке, по агрегатору не завершили, не отменили, то страховой случай идет, то есть не страховой случай идет, то есть вы уже застрахованы, вы и ваш пассажир. Что входит в страховку? Застраховано здоровье и жизнь. Каждому пострадавшему в результате ДТП пассажиру или водителю полагается компенсация. Вот. Первое. При травме до 4 миллионов тенге в зависимости от степени тяжести. Второе. При инвалидности что-то как-то странно, при инвалидности до 3 миллионов 200 тысяч тенге в зависимости от группы инвалидности. Я этот пункт, честно, не понял, почему сумма меньше, если ты становишься вроде инвалидом, и тебе полагается до 3 миллионов 200 тысяч тенге. Я что-то данный пункт не понял, друзья. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и вот здесь третий пункт. При смерти 4 миллиона тенге компенсацию получают наследники. Размеры страховых выплат, сумма всех страховых выплат по данному страховому случаю не может превышать 4 миллионов тенге на одно застрахованное лицо. То есть каждый пассажир, например, сколько их, я не знаю, сколько сели пассажиров, все они застрахованы. Сколько это стоит, друзья? Сколько это стоит? Для пассажиров и водителей страхование бесплатное. То есть вы уже, выполняя поездку с пассажиром вместе, застрахованы Яндексом. Как подключить страховку? Вам не нужно ничего дополнительно подключать. Страховка уже включена во все поездки, заказанные с помощью сервиса Яндекс.Такси в Казахстане. В каком случае выплачивается компенсация, друзья? Если во время поездки пользователь попал в ДТП и получил травму, он имеет право на компенсацию. Кто делал заказ, неважно. Вот, друзья, смотрите, это главный вопрос для пассажиров, друзья. То есть не только сейчас этот ролик полезен водителям такси, но и кто пользуется сервисом Яндекса, Яндекс.Го приложением, то есть пассажиры, клиенты. Для них это тоже очень важная информация. Так что смотрим до конца этот ролик. Кто делал заказ, неважно. Застрахованы все, кто находится в машине во время поездки. Количество застрахованных пассажиров не может превышать количество посадных мест. То есть 4 пассажира, то есть я везу 4 пассажиров, и каждый пассажир застрахован, плюс и я водитель. В каком случае не выплачивается компенсация? Если пассажир и водитель совершают поездку без заказа через приложение или официальный сайт Яндекс.Такси, страхование не действует. Служба поддержки не может отследить поездки вне системы, поэтому даже если фактически поездка была, но пассажир отменил ее в приложении или на сайте или на сайте, компенсация не выплачивается. То есть вот это слово просто меня спутало. То есть, это понятно, если отменили пассажир, но вы договорились, и есть у нас... то и я так раньше иногда делал, потом как-то меня Яндекс штрафанул, все деньги, все комиссии, все полностью он снял. Вот это поворот! Наверное, все, кто меня сейчас смотрит, друзья, все вы прошли это, да, вот заказ поступает, договорились с клиентом, сумму посмотрели, он отменяет заказ, садится, и мы везем. То есть отмененный заказ, но мы совершаем данную поездку. То есть это строго наказывается Яндексом, но естественно, и страховка в этом случае, если вы попадете в ДТП, не выплатится. Так, что делать на месте ДТП, друзья? Вот, первое, позвонить по телефону 112 и сообщить, что случилось. Дождитесь приезда сотрудников дорожной полиции и скорой помощи. Узнайте у инспектора дорожной полиции место и время разбора вашего ДТП. Получите у инспектора документы о ДТП, в котором вы будете указаны как пострадавший. То есть весь протокол, схему, все. В принципе, у нас в Казахстане как это действует? Я просто попадал в ДТП, получал деньги по страховке. То есть составляется материал, пишется объяснительное, фотографируется место происшествия, сотрудники ГАИ составляют схему ДТП, все мы расписываемся, составляется протокол, все и отправляется. И материалы через 3 дня материалы можно будет забрать у нас в Астане, это получается в спецзоне, там я не помню уже, какой кабинет, приходишь, говоришь фамилию и дату, когда это было, там такие папочки они берут, берешь у них, ксерокопируешь все документы и вот этот весь материал относишь в страховую компанию. Вот про вот эти документы говорят, все вот эти материалы собираете. Можно ли уехать с места аварии? Друзья, вот Яндекс пишет, по правилам, да, нужно оставаться на месте ДТП до приезда сотрудников дорожной полиции. После составления всех процедур потом только можно будет разъезжаться. Или если вы обоюдно решили, это уже, если вы не получили травму, ничего, обоюдно решили, можете разъехаться. Либо, если прям сильно мешаете
проезжим, то есть проезду потока машин, прям где-то вот, где нельзя, не объедут люди, и гаишники долго едут, сотрудники дорожной полиции, то да, по правилам дорожного движения, по ПДД можно начертить схему самим, расписаться, то есть замерить эти. Может, кто-то не знает, ну, в правилах дорожного движения так написано, два водителя, то есть могут составить, решить, кто из них прав, в этом случае составить схему, сфотографировать машины и отъехать, освободить проезжую часть и дождаться сотрудников дорожной полиции. Это я в правилах вычитал. Так, вот Яндекс, мы рекомендуем дождаться сотрудников дорожной полиции, чтобы получить документы, необходимые для получения страхового возмещения. Если вы получили тяжелые травмы и покинули место происшествия на скорой, то сотрудникам медучреждения обязаны передать дорожную полицию, что забрали вас с места аварии. И эта информация будет приобщена к делу, и вы будете указаны в качестве пострадавшего в протоколе дорожной полиции. Протокол всегда составляется по результатам разбора происшествия. На основе разбора страховщик может выплатить компенсацию. Фух, я уже честно устал. Так. Вот, можно покинуть место происшествия прям сразу, если получили травму и скорая помощь вас госпитализирует. То есть необходимо вас госпитализировать. Тяжелую травму вы, естественно, покинете место происшествия. Вот в начале которого вопрос был, в каких случаях можно прям просто покинуть же, есть, игнорировать все правила. Если получил, естественно, травму очень тяжелую и скорая тебя забирает. Вот, как получить выплату? Обратитесь в травмпункт или поликлинику, чтобы получить справку о травме. Друзья, по практике я с другом созвонился. Нужно получать обязательно, даже если скорая не потребуется, нужно вызвать, чтобы получить деньги по страховке. И получили вы травму, и нет, скорой не надо, типа сами поедем в поликлинику. Так делать не надо. В поликлинике, в больнице вам не выдадут. Вам выдадут, то, что у вас есть такая-то травма, но где вы получили травму, вам такую справку не выдадут. И эта справка не будет действовать. Так что это очень-очень важная информация. Получили травму, хоть и в состоянии там все передвигаться, сразу вызывайте скорую помощь, они приедут, они вам выпишут документы, что во время ДТП тогда-то, тогда-то вы получили такую-то справку. Так, напишите нам, мы определим компанию, которая застраховала вашу поездку, и отправим ей ваши контакты. То есть у нас в Казахстане Яндекс, кажется, сотрудничает с страховой компанией Халык. Вот, да, мой друг сказал, страховая компания Халык у нас. Сотрудники страховой компании свяжутся с вами и дадут точный список документов для получения компенсации. В течение 2 недель после получения документов страховая компания примет решение по вашему страховому случаю и перечислит деньги на ваш банковский счет. Короче, вот протокол, все вот эти вот, пишите Яндексу, они вам скидывают почту, электронный адрес. То есть вы эти документы все сканируете, отправляете им, они отправляют в страховую компанию, и с вами связывается страховая компания, и оформляете дальше документы. То есть пассажиры и вы. Кажется, все по отдельности. Вот так вот, друзья, я думаю, здесь еще и много. Ссылочку на этот сайт я оставлю в описании, именно на этот раздел. Можете потом перейти, подробно все прочитать, узнать. Ну а с вами был Демижан. Всем спасибо. Ни гвоздя, ни жезла. Всем коротких заказов с большими, высокими коэффициентами, ну и большого заработка, друзья. Берегите себя и родных, близких. Всем здоровья, мира и добра. Спасибо.